Эта новая инфекционная больница стала незаменимым помощником в борьбе с COVID-19. Как рассказывают специалисты, медучреждение было построено за рекордный срок – 70 дней. Инфекционную больницу строила одна из отечественных компаний. Ее руководству в знак благодарности и уважения глава государства вручил госнаграду. Эта награда не только моя заслуга, а всего коллектива. Каждый наш работник приложил все усилия для того, чтобы наши сограждане могли получить лечение в современной, соответствующей международным стандартам больнице. Нам очень приятно, что сам президент Садыр Джапаров высоко оценил наш труд. Пандемия коронавируса стала большим бременем для отечественных медиков. Именно в этот период они, рискуя своей жизнью, боролись за здоровье своих граждан. И неустанный труд врачей был оценен по достоинству. Я 29 лет работаю в ЦСМ Таласской области. В период пандемии мы с коллегами работали с очень большой нагрузкой. С 7:30 до 9-10 часов вечера принимали пациентов. Честно признаться, такого у нас еще не было. Но в этот период мы научились очень многому. Спасибо президенту за оказанное нам внимание. Это придало большой стимул для дальнейшей работы. В пик пандемии особенно нелегко пришлось медикам из регионов. Несмотря на все сложности, они делали все возможное, чтобы спасти своих пациентов. Я 50 лет работаю педиатром в Джумкальском районе. С началом пандемии нам пришлось нелегко, потому что больно смотреть на то, как болеют дети. Сегодня, вспоминая прошедшие дни, у меня на глазах навернулись слезы. Приятно, что сам президент оценил наш труд. Также высоко был оценен профессионализм медицинских работников, находившихся на передовой в борьбе против коронавирусной инфекции, днем и ночью спасавших пациентов от смертельной болезни. В числе почетных гостей были и педагоги. За любой профессией в первую очередь стоит учитель, который вносит неоценимый вклад в развитие и становление человека как личности. Об этом подчеркнул и глава государства. Получить госнаграду – это большое достижение. В какой-то период я думала оставить педагогическую деятельность, но сегодня я поняла, что несмотря на свой возраст, у меня все еще есть задачи и цели, которых я должна достичь как педагог. В числе почетных гостей были и педагоги. За любой профессией в первую очередь стоит учитель, который вносит неоценимый вклад в развитие и становление человека как личности. Об этом подчеркнул и глава государства. Отрадно, что заслуги моего брата не остались без внимания. Он работал в должности командира комендантского взвода штаба дивизии, показал себя как образцовый и хорошо знающий комендантскую службу. Своевременно расставлял охрану штаба дивизии. В любых условиях боя ни на минуту не оставлял штаб дивизии без охраны. В свою очередь президент подчеркнул, что за годы работы на посту председателя Совета министров Кыргызской ССР Ахматбек Суимбаев внес большой вклад в духовное богатство кыргызского народа, культуру и социально-экономическое развитие республики. Истоки 30-летней независимости восходят к концу 20 века, но в начале 20 века кыргызская государственность находилась под угрозой исчезновения. Благодаря таким национальным лидерам, как Джусуп Абдрахманов, удалось защитить государственность от угрозы исчезновения. В то время многие выдающиеся выходцы из народа были репрессированы по всевозможным ложным обвинениям. Однако на их место приходили новые блестящие личности. Один из них – Ахматбек Суимбаев, государственный деятель, дошедший до Берлина в годы Великой Отечественной войны. Он проявил героизм при взятии Рейхстага, а затем достойно прошел все этапы государственной службы и занял пост главы правительства. Глава государства отметил, что для него большая честь воздать должное героизму Джусупа Абдрахманова, Ахматбека Суимбаева, которые находились в авангарде социально-политических, социально-экономических, культурных и интеллектуальных преобразований и развития. По его словам, награждение государственных деятелей Джусупа Абдрахманова и Ахматбека Суимбаева высшей степенью отличия Кыргыз Республикасының батыры за их неустанный труд во благо страны очень важное историческое событие. Наш священный долг – беречь наследие своих предков, которые в неспокойные времена проявили непоколебимую политическую волю, создали государственность, несли на себе бремя ответственности и проложили путь к развитию страны. Глава государства отметил присутствующих на церемонии соотечественников, внесших весомый вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального потенциала страны, науки и образования, отличившиеся большими достижениями в профессиональной деятельности, неустанно трудясь в сельском хозяйстве, дорожном секторе, сфере предпринимательства и спорта. Элдин саламаттыгынын сакчылары болгон медицина тармагынын өкүлдөрүн дагы
Сегодня ряды наших соотечественников, получивших государственные награды, дополняют люди, отличившиеся в сфере образования в школах, в то время, когда мир развивается с упором на образование и науку. Роль наших учителей, которые несут ответственность за образование подрастающего поколения, особенно важна сегодня. Чем прочнее фундамент обучения, тем больше мы сможем укреплять и развивать нашу любимую родину Кыргызстан, предоставляя качественное образование молодым людям, которые являются основой и будущим нашей страны. Президент особо подчеркнул вклад предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве, промышленности и туризме, которые помогают государству создавать рабочие места. По его словам, предприниматели также вносят весомый вклад в развитие регионов. В заключение хочу выразить глубокую благодарность нашим соотечественникам, которые, несмотря на трудности при обретении независимости, продуктивно поработали в отмеченных сферах, добились результатов и принесли пользу обществу. Еще раз поздравляю наших граждан, получивших государственные награды за достойный труд. На мероприятии также были отмечены достижения в области прав и свобод человека. На сегодняшний день Кыргызстан опережает многие другие страны в развитии правозащитной деятельности. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу биздин өлкөдө бир топ эле жакшы, бирок ошондой болсо дагы азыр укук. Если говорить о защите прав человека более масштабно, то по сравнению с другими странами в Кыргызстане неплохо. Чтобы работа адвоката была успешной, к проблеме своего клиента нужно относиться как к своей. Нужно через свое сердце пропустить все его переживания, и тогда можно добиться правосудия в отношении того или иного человека. К примеру, я уже на протяжении 35 лет работаю в сфере защиты прав человека. За это время я был исследователем, адвокатом, сотрудничал с программой «Аделет». За этот период мне пришлось встать на защиту многих наших граждан, и тогда мы все вместе радовались и переживали. Получение государственной награды для меня большое волнение, радость, честь, гордость, но в то же время это большая ответственность. Я из семьи юристов, отец мой участник Великой Отечественной войны, после окончания войны, получив юридическое образование, работал в органах прокуратуры. По семейной династии, в свою очередь, я поступила в Рязанскую высшую школу МВД СССР. Под моим научным руководством подготовлены свыше 34 кандидатов и докторов юридических наук, которые работают не только в Кыргызстане, но и в Казахстане и в России. Как отмечают награжденные юристы, одной из главных преобразований в стране стала конституционная реформа. В период работы совещания председателем был заслуженный юрист Кыргызстана Бекболсун Бурубашев, который является доктором юридических наук, автором 8 монографий. Так, на торжественном мероприятии он получил звание заслуженного юриста Кыргызстана. Получить награду от главы государства очень приятно, но прежде всего хочу отметить, успешным можно считать тот труд, который приносит пользу народу нашей страны. Как вы помните, в прошлом году мы на протяжении долгого времени готовились к референдуму. В день голосования большая часть населения одобрила новую конституцию, по которой мы сегодня живем. Это было велением времени. Тогда мы приложили все усилия, наша работа велась открыто. Мы изо всех сил старались, чтобы новый закон страны функционировал в первую очередь в пользу простых граждан. Активное участие при разработке основного закона принимал и другой заслуженный юрист страны Болот Тохтобаев, который на протяжении 38 лет трудится в сфере юриспруденции. За это время юристам были подготовлены более 100 публикаций, книг и пособий. Среди них это учебники, да, пособия и так далее. А самое главное в сегодняшнем дне это то, что это как бы очередная точка развития, я считаю, любого человека. И все, что у нас развивается в государстве, это новые технологии, значит, новая экономика, большие изменения происходят в экономике. Я надеюсь, все это будет направлено на благо народа, на благо людей, которые проживают у нас в республике. После небольшого перерыва началась вторая часть торжественного мероприятия, в ходе которого глава государства вручил государственные награды 150 отличившимся деятелям культуры. Среди них есть и эстрадная исполнительница Динара Акулова. На сегодняшний день в ее репертуаре насчитывается более 1000 композиций. Получая награду прежде всего, хочу поблагодарить руководство страны и всех поклонников моего творчества. Они на протяжении долгих лет давали мне стимул радовать их своим творчеством. А вот актриса Мирейда Долбаева известна всем по роли Гульджан в фильме «Моя ошибка». После она играла ведущие роли в постановках известных произведений Айтматова, Шекспира, Островского и многих других писателей.
Я снялась в первом киргизском фильме «Моя ошибка» за главной роли Гульджан. После этого меня пригласили работать в Киргизский драматический театр. Более 50 лет я там проработала. Ну, на сегодняшний день руководство, наше руководство, президент, как бы отметили мою творческую работу. Я очень благодарна. Спасибо им большое. Среди награжденных деятелей культуры есть не только исполнители и актеры, но и представители СМИ. Один из них – Столбек Абдраев. На протяжении 30 лет он ведет активную деятельность в сфере журналистики. За неустанный труд журналист был удостоен почетной грамоты президента. Очень хорошие эмоции. Уже проработав 30 лет на телевидении, получить госнаграды очень приятно. Слов нету. Я уже на телевидении работаю более 30 лет. Из них 20 лет работал КТРК, Алато, в новостях. Последние уже 5-6 год работаю ЛТР, государственном канале. Еще одну награду получила звукорежиссер телеканала ЛТР Анипа Асанова. Работа за кадром не менее ответственная. Эта профессия является одновременно технической и творческой. Можно сказать, что Анипа Асанова создает звуковой образ любого эфира. Принимая участие в таком торжественном мероприятии, хочу выразить благодарность руководству страны и всем своим коллегам. Хочу отметить заслуги всех сотрудников телерадиокомпании ЛТР. Не остался без внимания известный Манасчи Дуэлю Цидыков. За свою яркую творческую деятельность и вклад в популяризацию Пасаманас он получил звание заслуженного артиста Кыргызской республики. Меня переполняют особенные эмоции. Это достижение, результат народной любви к моему творчеству. Я и в дальнейшем планирую радовать своих слушателей. Этот талант я пронесу через всю свою жизнь. В последние годы выступления поэта в сопровождении кумузы или дамбры стали одним из главных увлечений народов как Кыргызстана, так и Казахстана. Мастер слова, или, как говорят в народе, токмуакын, Алла Туткучев стал любимцем публики. За свое уникальное творчество и неустанный труд он был удостоен почетного звания народного поэта Кыргызской республики. Получить награду очень приятно. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность руководству страны и отметить, что сегодня в сфере культуры очень много проблем. Я считаю, этой сфере необходимо уделить особое внимание. Ряды награжденных поэтов пополнил и Шекербек Адылов. За плодотворный труд он получил звание заслуженного артиста Кыргызстана. Отрадно, когда твой труд оценивают по достоинству. В такие моменты появляется не только чувство радости, но и ответственности. Культура – крайне важный аспект. Хорошие нравы нужно прививать детям с детства, поэтому я, кроме своей основной деятельности, работаю с детьми. Также мы работаем на телеканале ЛТР в отделе культуры. Создавать красивые мелодии на национальных инструментах – главное хобби Шакен Джурабековой. Несмотря на свой преклонный возраст, она продолжает дарить своим слушателям красивую музыку. В 7-летнем возрасте Шакен Джурабекова научилась играть на кумузе. В 1967 году она впервые вышла на большую сцену. В нашем селе я сформировала небольшой женский ансамбль. Наши музыкальные инструменты уникальны. Даже обойдя весь мир, вы не найдете что-то похожее. Я получила награду уже на склоне лет, и это говорит о том, что любой труд рано или поздно будет оценен по достоинству. По словам главы государства, в любой стране ее экономика, социальная и общественно-политические сферы и другие факторы тесно взаимосвязаны и взаимодействуют между собой как единый организм. За 30 лет независимости Кыргызстана стал свидетелем ряда социальных, политических и экономических событий. Сфера культуры пережила непростой период, поскольку она тесно связана с другими секторами. За 30 лет независимости Кыргызстана сфера культуры пережила непростой период, поскольку она тесно взаимосвязана с другими секторами. Наш народ по своей природе, уважающий искусство, сохранил многие его виды в соответствии со временем. Несмотря на недостаточное финансирование, низкую заработную плату и ограниченные условия, было нелегко идти в ногу с искусством. В этой связи хотел бы поблагодарить вас за то, что вы понимаете, что культура – это идеология, стержень государства и нации. Мы не сможем поднять сознание и уровень жизни народа без развития национальной культуры, литературы, а также построить сильное процветающее общество без формирования сознания нашего народа.
Президент акцентировал особое внимание на том, что сегодня народ остро нуждается в прекрасных художественных фильмах, известных как «Кыргызское чудо», в художественной литературе, являющейся духовной пищей, в музыке, которую слушает поколение, и в искусстве. Он подчеркнул, что есть долгосрочные надежды, добрые намерения и бизнес-планы для восполнения этого пробела. Если мы хотим построить сильное процветающее кыргызское общество, нам необходимо формировать сознание людей под влиянием литературы и культуры, обогащать наш духовный мир. Именно с этой целью издан мой первый указ о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании человека, который направлен на эти цели. Указом главы государства за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызской республики, большие достижения в профессиональной деятельности, за многолетний плодотворный труд в связи с 30-летием независимости Кыргызской республики, а также за иные отличия награждены более 300 человек. Рахмат. Рахмат. Рахмат, урматтуу өнөр адамдары, бул биздин эмгек эмес, бул сиздердин эмгек. Өзүңүздөргө кол чаап турасыздар. Ушул өнөрдү сактап, маданиятты сактап, муундан муунга тартуулап келаткан бул сиздерсиздер. Ошондуктан мына өзүңүздөргө маған эмес рахматты, биз сиздерге айтышыбыз керек рахматты. Ошондуктан дагы бир жолу сыйлыктарыңыздар менен куттуктаймын. Өнөрүңүздөр өркүндөй берсин, талантыңыздар ташкындай берсин. Элибиз, журтубуз аман, эл ичинде сиздер аман болуп жүрө бериңиздер. Дагы бир жолу куттуктаймын. Аман болуңуздар. Бар болуңуздар. Кунгурская Татаева, Бакыт Кыязов, ЛТР. Итоги недели.